Я Наев Исмаил Булачевич, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Академии наук и заведующий сектором Института гуманитарных исследований Чеченской академии наук. Тема, которую вот сегодня мы затронем, это тема пожелания матери. Вот так назовем, пожелание матери. Дело в том, что мать занимает особое положение, особое место в героическом эпосе чеченцев Илли. Мать является особым человеком, который благословляет своего сына, единственного сына, на подвиг, на ратные дела, и она уверенно знает, что он может погибнуть, он может остаться, что она может остаться без своего сына. И вот в этих условиях, тем не менее, она, значит, выдвигает перед сыном требования в ультимативной форме, от которых он не может отказаться. Требование заключается в следующем. Она ставит приоритет заботу о обездоленных, о сиротах, заботу о селе, заботу о обществе в первую очередь, даже выше, чем жизнь сына. И поэтому она требует от сына, чтобы он ради, значит, доблести, ради чести, ради мужества, должным образом, значит, встретил врагов, значит, и не уклонялся от, значит, сабельный удар, не уклонялся от поединка и, значит, с честью вышел из этого поединка. Вот так она его направляет. И самое главное, что вот ее пожелание традиционно можно считать это общим местом, повторяющимся общим местом, состоит из двух частей. В первой части она, значит, мать напоминает сыну, в каких тяжелых условиях она его воспитала. Одна. В буквальном смысле она говорит, на чеченском я скажу, «Бюсен хэгэр антдерч, кира вот яч». То есть, когда, значит, какие-то стенания или какие-то, значит, от своего сына, от маленького сына, у нее, значит, буквально барабан в душе внутри стучал, то есть сердце билось как барабан. Это метафора, вот, кира, вот яч. То есть она, значит, не спала ни днем, ни ночью. Она выхолила его, выпистывала, сделала его настоящим мужчиной. И сегодня она его вдохновляет на подвиг, и она обосновывает свое право требовать от своего сына совершить подвиг, совершить мужественный поступок, не уступать врагу. В частности, вот, например, Илли о Монце. Известно, что князь Монце хочет сына вдовы продать в рабство и за полученные деньги сделать подарок невесте, которая любит сына вдовы. И вот мать, отправляя сына, обращается к нему и говорит: если ты уступишь Монце в чем-нибудь, пусть принесут мне твое тело бездыханное, но не возвращайся мне опозоренным без чести. Вот настолько жесткое требование матери. Но на этом не завершается роль матери. Обычно герой совершает поступок, он побеждает врагов многочисленных, и всегда он возвращается предельно раненым, и когда он от, значит, подпруги коня отпускает, вот, вываливаются кишки у коня, когда он свой пояс расслабляет, его кишки вываливаются. Вот настолько тяжелым был бой, и в этих условиях мать опять вступает в свои права. Она, значит, ложит его на постель, дархочун мот, это постель раненого, и специальная постель была, жесткая. Так вот, и она, значит, позывает врачей, лучших врачей, откуда-то у нее появляется золото и серебро, и она, значит, выдвигает ультиматум перед врачами. Если они добьются того, чтобы вот израненный сын ее восстановился, стал
здоровым, тогда она готова их отделить, дать им золото, серебро, пожалуйста. Но если они не выполнят это требование, тогда она готова расправиться с ними, снять голову со всех этих врачей. И вот самое удивительное, это тоже постоянное место, общее место для эпоса Или. Старые врачи, которым жизнь надоела, заявляют, что он умрет. Молодые врачи, которые хотят жить, они заявляют, что он выживет. И вот, соревнуясь между собой, они добиваются того, что молодой человек, герой, выздоравливает, становится на ноги. И вот получается, что значит, желание матери, ее отвага, ее главная воля заставляет врачей сделать невероятное и поднять на ноги, вылечить героя. Знаете, вот, то есть, опять-таки мы видим функцию матери в том, что она и направляет на подвиг, и в то же время она спасает его как бы от смерти. Понимаете, вот ее функции колоссально высокие, значительные. Вот. Мать особое место занимает в эпосе Или. Мать, она благословляет и на подвиг, и в то же время она является хранительницей очага. Очаг – это святое место для любой семьи. И вот мать старается сохранить очаг, чтобы очаг давал тепло, чтобы собирал друзей, чтобы кормил гостей. Понимаете, вот это все функции матери. И она должна, значит, душевной теплотой одаривать всех, кто с благом пришел. Тем более, если, значит, пришла, значит, избранная его сына, вот, любимая, и она становится ее дочерью, и, значит, достигается высочайшая гармония. То есть гармония вообще невозможна без матери. Вот в чем смысл этой, значит, сущности образа матери. Мать как бы гармонизирует общество чеченское. На матери замыкаются все функции положительные. Ее мнение очень важно. Важно, даже если она не присутствует на совете села, совете фамилии и так далее, ее мнение всегда все знают. И знают ее мнение. И очень четко это мнение функционирует. Понимаете, вот мне представляется, что в этом плане культ матери, он был чрезвычайно высоким в чеченском обществе. Никогда путник не мог пройти мимо одинокой женщины, не спросив у нее про проблемы, вопросы, не попытавшись ей помочь. Вот. Никогда, даже если молодая женщина, тем более если девушка, обязанностью мужчины было проводить ее до места, куда она идет, и доложить, с какого места он ее сопровождает. Вот. И определялся он таким образом, формула была «Ханан вашусу», то есть «Я нерожденный твоей матери, твой брат». То есть он становился в ранг брата и сопровождал ее до места, где она была бы защищена и она была бы в безопасности. Это если случайно наткнулся, вот, если он наткнулся на девушку. Он не мог пройти, не мог уйти. Он должен подойти к ней, заявить буквально то, что я сказал, что он не назван, брат, не рожденный ее матерью. И с этого момента она становилась его подзащитной, и он сопровождал ее и решал ее проблемы, вопросы, защищал ее, даже если необходимо вступить в бой и так далее, и так далее. Вот был у нас известный чеченский деятель начала 20 века, Дени Арсанов. У Дени Арсанова, значит, был пистолет с собой, всегда он носил пистолет. Его спросили, «Хаойля, ну вот Дени, адман тапчтвол реша, адман тапчтвол цале реша». То есть он не носит пистолет для того, чтобы убить человека. Он носит пистолет для того, чтобы убить обидчицу девушки. Вот этого человека он не считал человеком. Если кто поднимет руку на девушку, вот тогда для этого случая он носил пистолет, он так заявил. Это как раз вот характеризует отношения.
значит, вот, к статусу девушки, потом девушки, которая становится матерью, вот, сестрой и так далее.